На втором заседании сессии парламента депутаты единогласно утвердили 9 постоянных комитетов по государственно-правовой политике, бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, экономической политике, реформам и информационным технологиям, обороне и национальной безопасности, социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, культуре, делам молодежи и спорту, международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Затем был утвержден персональный состав комитетов. Далее путем тайного голосования избрали председателей, предварительно представив кандидатов. Дауд Хутаба возглавил комитет по государственно-правовой политике. Дауд Витальевич обладает профильными академическими знаниями и существенным юридическим опытом практической работы. Он является выпускником юридического факультета АГУ, затем продолжил учебу и защитил кандидатскую диссертацию в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации в Москве. Более 10 лет преподает юридические дисциплины в АГУ, но обладает внушительным опытом работы юристом в законопроектном отделе, в этих стенах, в парламенте Абхазии. Кроме того, Дауд Витальевич является членом комиссии по конституционной реформе, которая была учреждена в октябре 2020 года указом президента и которая работала над проектом поправок к Конституции. Резу Зантария возглавил комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Реза Платонович немалоизвестный человек в Абхазии. Знаете, на каких должностях он работал, многие годы руководил Черноморэнерго, большой опыт у него в области энергетики и долгое время ведет успешно бизнес. Я думаю, что в этом комитете он справится с возложенными на него обязанностями. Рашида Айба избрана председателем комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Сама по себе очень сердобольный человек, работала в должности зампредседателя профсоюзов и образования, так что обладает всеми качествами личными и профессиональными, так что прошу всех поддержать. Инар Сацба, председатель комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Несмотря на достаточно молодой возраст, Инар Астикович имеет богатый опыт работы и очень серьезный послужной список. Должен сказать, что после завершения обучения в Абхазском государственном университете по программе магистратуры обучался в Казанском университете, а Казанский университет считается таким флагманом высшего образования Российской Федерации. Более того, в 2016 году возглавил соответствующую IT-лабораторию в нашем Абхазском госуниверситете, и под его началом несколько десятков наших молодых специалистов получили профильное образование. Беслан Халваш возглавил комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Тимур Шергелия стал председателем комитета по обороне и национальной безопасности. Винори Бебия возглавил комитет по культуре, делам молодежи и спорту. Алхаз Барцис – председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Тимур Бея – председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Вновь избранные руководители и члены комитетов будут работать, что называется, на прием. Много законопроектов, которые есть приняты в первом чтении, во втором, есть поступившие от субъектов законодательной инициативы. Мы их все внимательно рассмотрим, да, и на следующей сессии парламента, плюс внутренним нашим каким-то организационным вопросам, да, мы обязательно рассмотрим вопросы повестки дня, которые не требуют и не терпят отлагательности. Руководители комитета ежеквартально должны будут информировать парламент о проделанной работе в рамках плана законотворческой деятельности, а впоследствии делать ежегодный отчет на сессии Народного собрания парламента Абхазии. Я думаю, это будет дополнительным стимулом для выверенной работы парламента. Председатели комитетов поблагодарили коллег за оказанное доверие и выразили надежду на плодотворную работу. Много работы. Я надеюсь, мы все справимся с этой работой очень умело. И уже в ближайшее время население наши граждане увидят те результаты, те плоды, которые мы сможем осуществить.
что касается нашей работы. Всем еще раз большое спасибо и удачи во всех начинаниях. Большой объем работы, который нам всем предстоит совместно. И думаю, наше совместное усилие приведет к тем результатам, которые ожидают наши избиратели, ожидаем мы сами. В предыдущем созыве парламента также работало 9 комитетов. В завершении сессии парламента вице-спикер Фазлыби Авицба рассказал о своем участии в мероприятиях, посвященных юбилею героя Абхазии Султана Сосналиева, которые проходили в Нальчике. Фазлыби Авицба добавил, что очень важно активно работать над укреплением отношений с добровольцами из Северного Кавказа. Нас приняли на высшем уровне. Также в этих мероприятиях принимали участие наши юные борцы. Мы заняли 3-е место. Супруга генерала Любовь Сосналиева передала спикеру парламента Лаше Ашуба памятные подарки. Передать вам, также передали вам поздравления, пожелали вам больших успехов с избранием и с назначением. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.